Начинаем, да? Добрый день, дорогие наши участники круглого стола «Фокус внимания. Бизнес». Как вы знаете, якутский кинематограф в последние годы бьет рекорды по кассовым сборам. Сегодня на очередном круглом столе мы обсуждаем кинопроизводство с точки зрения бизнеса. Как создать тот самый фильм, который выстрелит и принесет не только популярность, но и большую прибыль. Об основных этапах производственного процесса и ключевых игроках современной киноиндустрии нам сегодня расскажут наши приглашенные спикеры, гуру якутского кино. Давайте похлопаем. Итак, наш первый спикер – очень известный режиссер, чья фильмография состоит из 13 фильмов. Он обладатель многочисленных призов международных и российских кинофестивалей. Совсем недавно он получил гран-при за драму «Там, где танцуют стерхи» на 8-м Арктическом международном кинофестивале «Золотой ворон». Слово предоставляется Михаилу Лукачевскому. Здравствуйте. Как было, да? Мы в то время наш первый президент отправлял на обучение разных специалистов, да, как бы, молодых людей на киношколы в то время, да. Вот Саша Лукин тоже в то время тоже учился в кино и телевидении, в Санкт-Петербургском, я тоже там. Ну, в то время как-то нас резко стало много молодых специалистов, киношников, и мы начали просто работать, да, делать кино, делать свою работу. Все буквально начиналось с энтузиазма, получается. Но хорошо, что тогда была вот кинокомпания «Сахафильм», основанная Алексеем Романовым. И они как бы только начинали работать. Вот. И тогда вот, помните, наверное, фильм там буквально начиналось, вот последний кинобум с фильма «Любовь моя», да, Сергея Потапова. Это было в 2005 году, а потом уже вышел фильм «Кот» Кости Барашкова, «Каскиль» и так далее. Вот. Ну, тогда как-то мы сами работали, ну, каждый по своему направлению. Кто-то снимал комедии, кто-то ужасы. Но я сам лично как режиссер больше как бы пытался делать фестивальное кино. Такое в то время называлось как-то артхаусное, да. Потому что как-то я помню, было совещание у Андрея Савича, Борисова, тогдашнего министра культуры, и он как-то вот сказал, что не надо как бы повторяться, а надо разные фильмы делать. И я как-то сам себе понял, что надо снимать, ну, я буду снимать именно фестивальное кино, да. Я помню, в каком-то году мы были в кинофестивале «Киношоп», и тогда вообще не знали про якутское кино, конечно же, и вообще даже некоторые не знали, где Якутия находится. Вообще такое было. Ну, как-то вообще, я помню, я думал, что мне самый лучший фильм, но мне ничего не дали. И на закрытии фестиваля одна актриса говорит: «Эй, официант, у меня так белая рубашка, черные штаны», говорит: «Принеси шампанское». А я как-то обиделся и ушел. И потом, вот спустя где-то десятилетие, мы в тот же фестиваль пришли, а там уже встречают по-другому. О, Якуту пришли, о, уже как-то уже внимание обращают. Да? И мы все основные призы получили. И тогда я понял, что мы вот за эти года мы не просто работали, да, все-таки о нас узнали. Вот. Но Асей Сергеевич, я помню, в прошлом году или когда-то говорил, ну, это хорошо, что вы, ну, как бы побеждаете в фестивале, призы получаете, да, ну, как бы мы большую пропаганду про якутскую культуру, про якутского языка делаем, но в то же время надо и расширять рынок, говорит. Теперь у нас задача стоит, чтобы фильмы зарабатывали, да, вот. Конечно же, мы не можем конкурировать с большими компаниями, допустим, с московскими большими, там, серьезными ребятами, да, и с Голливудом тем более. Мы все-таки находимся, мы все-таки регион, мы находимся далеко от центра, мы что-то пытаемся делать, да. Но мы верим, что тоже через десятки лет мы все-таки добьемся этого, да, все-таки мы расширим рынок. И якутское кино будут смотреть не только здесь у нас в республике, и за республикой, в стране и в других регионах, в других странах. Вот такая вот задача сейчас стоит.
Вот. Ну что насчет вообще темы, да, как делать успешное кино? Дело в том, что как бы все-таки у нас такие миллиардные бюджеты с сотнями миллионами мы не можем все-таки никак потратить и вообще найти, да. Все-таки мы всегда должны находить какие-то идеи, чтобы поменьше потратиться и побольше продать, да, как бы, да? То есть это могут быть фильмы, которые сняты все в одном месте, как бы с минимальными актерами, с минимальными там командой, которые создают кино, потому что сейчас вообще очень дорого стало. Зарплатные расходы, да, сейчас очень много специалистов работает, как знаете, сотни людей работает, и у всех там сейчас зарплаты на кино очень большие. Поэтому окупиться бывает очень сложно вообще. Вот. Но хорошо, что мы благодаря якутскому зрителю существуем. Если якутские зрители перестанут смотреть кино, то все, якутского кино не будет. Поэтому, чтобы дальше развиваться, да, мы должны расширяться, чтобы позволить себе делать фильмы еще лучше, да, использовать еще лучше компьютерные графики, там, использовать разные там, ну, допустим же, у нас фильмов нету вот с трюками вообще очень мало, да, допустим, с каскадерами, с какими-то хорошими спецэффектами, потому что у нас бюджеты не отвечают, у нас не играют звезды, да, мировые или российские, потому что мы не можем позволить себе это. А если мы будем зарабатывать, то можем себе позволить, да, то есть все это как бы само собой, вот. Что еще? Ну, потом на Вот вопросы как ответить. режиссер вы больше делаете сейчас акцент на коммерческое вот направление или все-таки больше духовное, что вам хотелось бы показать? Ну, я вот последние годы уже немножко меняю русло. Вот «Дикий челлендж» снимал с этого фильма, как бы начинается. Потом вот «Вертолет», немножко, конечно, артхаусный, но мы его начали еще 8 лет, 9 лет назад, поэтому надо было заканчивать. Сейчас вот выпустили фильм «Там, где танцуют стерхи», и осенью выпустим фильм «Триумф». И планируем сейчас работать с российскими кинематографистами, совместные проекты будем делать. Вот уже сценарий сделали, уже планируем работать. А вот, на ваш взгляд, все-таки какого жанра, наверное, фильмы сейчас вот намного выгоднее снимать с коммерческой стороны, чтобы заработать? Вообще, как бы, все жанры интересны на самом деле, да. Не обязательно это должно быть боевиком, да, чтобы заработать деньги. Можно и мелодрама зарабатывает хорошо, да. Дело в том, что как ты это сделаешь фильм, да, хороший, он будет как бы, она понравится зрителям или нет. Если зрителю понравится, то он расскажет своим там подругам, да, или друзьям, там своим там своей семье, они придут, как бы, они тоже расскажут кому-то, и вот, на самом деле так идет, да, как бы, на самом деле, оказывается, это самое, как бы, верная, как бы, верная реклама, как бы, у тебя должен быть фильм хороший, все, тогда она пойдет. Вот. А вот ваш последний фильм, он, хорошие кассовые сборы, по-моему, были, да? Там еще какие-то выходные, по-моему, вы рекорд еще побили. Фильм Карина до этого занимал первое место, получается, а потом ваш, да? А в чем все-таки думаете вот успех, чтобы вот такие вот кассовые сборы делать? Почему этот фильм вот собрал? Ну, нам казалось, как бы, мы как-то вовремя вышли, да, год семьи и так далее. Поэтому мы подключили пошаговую карту, и дети, школы очень массово ходили. И вообще людям было, как бы, нужна была такая тема, да, душевная, которая затрагивает и материнское чувство, и вообще как бы, иногда вот людям надоедают боевики, там, блокбастеры, там какие-то, иногда людям нужна какая-то душевная, да, ниша, да, иногда нужно людям какое-то развлечение, да, то есть надо чувствовать своих зрителей и всегда вот вовремя выпускать какие-то продукции. От этого тоже зависит. И, конечно, от времени тоже. Мы могли бы еще больше, на самом деле, наверное, да? Но пришло, вот мы немножко опоздали,
пришло вот майские выходные, все уехали на шашлыки, на природу. И, ну, как бы сразу было заметно, в кинотеатрах сразу опустело, вот, да. Вот. А это, от этого, ну, бывает такое вот осенью, весной, когда выпускаешь фильм, она как бы ну, более удобно. Весной как бы люди после долгой зимы хотят там прогуляться, да, вот мартовское время тоже там бывает очень хорошо. Вот Карина очень хорошо пошла, да. Ну, люди хотят там прогуляться, в кино сходить. Вот. А потом лето наступает, все уезжают по курортам, и тоже кинотеатры пустые. Ну, как бы, это такая, я не могу именно, что так, да, бывает. Это такая тонкая грань, такая, иногда и летом зарабатывают на самом деле, да. Это Ну, от то есть от многих сезонности факторов не зависит. особо зависит. Ну, есть, только она тоже бывает, она иногда меняется тоже. То есть это очень такая тонкая грань, да. Вот. Хорошо, я напоминаю, что вы можете задать вопрос нашим спикерам. У нас есть специально для этого микрофон. Также у нас идет прямая трансляция. Вопросы вы можете задать через мессенджер WhatsApp. Номер у нас указан на экране. Или в чате прямой трансляции эфира в YouTube. Из зала есть, может, вопросы Михаилу? Если что, в конце, после круглого стола, если у вас назреет какой-то вопрос, вы можете его задать. Так, а у нас подключение из Мегино-Кангаласского района есть. Хотят задать вопрос Михаилу. Угу. Слушаю, да? Внимание на экран. Нас слышно, да? Вас не слышно. Связи нет, да? Прием. Ладно, тогда как только связь появится, мы подключим. Давайте двигаться дальше. Следующего нашего гостя кино захватило еще детские годы. Он с большим успехом занимался в школьной телестудии. Первой большой работой стало участие в съемках в фильме Дмитрия Давыдова «Костер на ветру» в качестве режиссера монтажа. Затем последовали фильмы «Керель», «Республика Z», «Бейберикан», «Спасатель». А первой самостоятельной режиссерской работой стал хоррор «Клюк Хомус» «Призрачный хомус». Дебют оказался удачным. Животрепещущие и страшные сцены по-настоящему захватили зрителя. Картина также была отмечена на фестивале Ханты-Мансийской главной премии, а в Канаде получила спецприз «Лучший дебют». Представляем вам режиссера, продюсера, сценариста, монтажера Петра Хикки. Здравствуйте. Так. Нет, пару слов скажу. Я занимаюсь уже этим с 2012 года, да, вот как сказали, первый фильм, это был именно «Костер на ветру», где выступил режиссером монтажа, благодаря знакомству с Иваном Семеновым, который был оператором данного фильма. И был очень рад, что мне вообще доверили такую большую работу. То есть тогда я был совсем студентом, вторым курсом. Я до конца тогда вообще не понимал, ну, в целом, да, как все это работает, тем более, как фестиваль уйдет и что будет фестиваль после фестиваля. Меня интересовало лишь одно, вообще, в целом, как-то прикоснуться к этому и заняться каким-нибудь кинофильмом. К моему, наверное, такому молодому удивлению, то, что фильм так очень даже неплохо выстрелил. Бусан был, где-то в Австралии было. Я помню тот момент, когда... Мне сколько лет тогда был? 2012 год. Ну, вот, когда вот награждения были, вот фестивали. Для меня такого влияния на меня это как-то вообще не было. Ну, выиграли. Ну, круто, поздравляю. Но потом случайно наткнулся на какой-то YouTube-канал, где был обзор «Костера на ветру». Там вообще мало просмотров, но для меня это больше такой всплеск эмоций был. Ну, за счет юного возраста, наверное, тогда, да, все-таки поколение Ютуба. И тогда я почувствовал вот разницу между нашими поколениями. То есть я все-таки представитель молодого поколения, а это все старшие. Ну, как бы это заметил, ну и да, ничего не бросил, дальше продолжал заниматься, со всеми познакомился. Как раз в то время я проходил курсы в Москве по цветокоррекции, тогда это вообще первое, что было, наверное, в России.
И после этого начал заниматься декоррекцией, продвинул эту идею вообще в целом по якутскому кино. И как бы активно работаем. С тех пор я, в принципе, попробовал себя в разных отраслях, да, кинопроизводства, на монтаже, на цветокоррекции, постпродакшн, само продакшн, сам снимал, сценарий написал, и продюсером тоже занимался, и вообще вот студия «Среда», да, я там работаю, как бы мы создали его, и мы оперируем тем, что мы все это делаем под ключ. То есть клиент приходит, и мы полностью как бы создаем фильм от А до Я, буквально говоря. Вот, и я все-таки больше считаю то, что я больше представитель постпродакшена, то есть мне нравится больше делать компьютерную графику. Ну, понятное дело, то, что для компьютерной графики нужно очень большие деньги, большой бюджет, большая сложная командная работа. Сам много где уже попробовался, вот с Unreal Engine полгода на удаленке много работал с Кипром, много 3D-роликов сделали. Ну, можем, вот третью ссылку можем включить, наверное, да? Именно третью ссылку включите, по пожалуйста. холодному золоту. Ну, давайте буду немножко комментировать, да? Тут. То есть результат, вот как мы снимали, совместили 2 кадра. Вот целый прииск воссоздали все же на посте. То есть вот зеленые кубики поставили, да? То это называется meta-painting, то есть один из главных, наверное, вот с начала вообще кинопроизводства техник. Вот попадание, выстрелы, кровь. Вот то, что... Ага, вот сейчас перед ним вот этот выстрел тоже все поставлено. То есть это каждый вот этот элемент мы отдельно снимали. Это все натурально, и все это совмещали. Вот тут батареи убирали. То есть очень таких... Так как происходило в Алдане, надо было вот в плоскогорье все это поставить. Сначала создать эти горы, отрендерить, потом поставить еще. Вроде бы смотришь фильм, и можешь даже не заметить. Вот даже тут целое лицо, по идее, поменяли. Ну вот ожог, да? Тут чуть по площади сделали. Тут немножко элемент поменяли, тут целую деревню добавили. То есть это дает очень широкие возможности вообще для создания фильма. Буквально можешь там на заднем дворе что-то снять, скажем так, да? Если это вот... Вот тут шифер убрали, шифра тогда вообще не было. То есть мы старались именно стереотипические факты, вот, чего не было, что было. Вот сзади вот тоже вот из досок все сделали. Мелочь, но приятная, скажем так. Оптический прицел. Тут так называемые muzzle флеши, ну, огни, которые вот искры. Мы вернулись в ту же самую гору, в этот же ракурс, и людей вот так, ну, типа, побежите туда, типа, отсюда снимем еще раз. Тут через окно. Тут видите, да? То есть любой фильм, который вы можете посмотреть и там не заметить компьютерной графики, это значит, что компьютерная графика сделана очень хорошо. Такая неблагодарная работа, можно подумать. Именно магия кино онлайн. То есть тут следы были. Ага, вот это. Тут вообще просто вот актера только ставили буквально. Да, вот смотрите, сколько? 3, 4, 5 людей только работало над этим фильмом. Видим известные имена, да? Ну да. Вот. Если еще не смотрели фильм, послезавтра в музее «Россия. Моя история» будет показ. Вот. Что касается главной темы нашей, ну в чем успех, да? В чем успех?
Ну, самый главный такой элемент, мне кажется, это все-таки наш энтузиазм. То есть мы же хотим этим заниматься, и мы делаем. Самое главное, это надо делать. Понятно, то, что денег может быть и не так много. Самое главное, чтобы глаза горели. Мне так кажется. Ну, сейчас уже, конечно, время другое, может, деньги другие, да? То есть бюджеты, инфляция, все растет. Но главное желание. Просто есть же, типа, ты живешь жизнь, ты родился, ты можешь взять ипотеку, платить ипотеку, где-то постоянно работаешь, и главная цель у тебя превращается во что? Закрытие этой ипотеки, а потом что? Вторая ипотека. Ну, как бы вся жизнь на этом может закончиться. Ну, у каждого человека есть какие-то творческие особенности и желание как-то реализоваться. Ну, я считаю то, что для себя я давно решил, то, что я буду максимально реализовываться, может, на улице буду жить, неважно вообще, главное, чтобы я занимался тем, что я сам хочу. И как бы ребятам в своей команде, тоже мы единомышленников очень много, и с таким желанием мы вместе вот такой командой, сообществом, да, двигаемся. Ну, результаты говорят то, что довольно неплохо. Спасибо. Я напоминаю, что вы можете задать вопросы. Вопросы есть из зала? Петру, не стесняйтесь, у нас работает микрофон. Ага, тогда я задам сейчас вопрос. Вот как вы обычно собираете команду для своего проекта? Как-то распределяете роли? У вас есть одни и те же люди, с которыми вы работаете, либо вот как-то все зависит все-таки от проекта? Ну, у нас мало, и поэтому как бы очень много людей просто с проекта на проекты кочуют. То есть готовы постоянно работать ребята есть. Помимо этого, конечно, все зависит от задачи и в первую очередь от сценария. Если там мало компьютерной графики, то что там заклеить, там стереть розетки, то там супервайзер, например, не нужен. Вот основники, вот, конечно, режиссер, оператор, продюсер, там грим, да, это основной костяк, он всегда должен быть. А все остальное это дополнительное. Но все будет зависеть, конечно, от вашего сценария, от плана, который вы сможете выстроить. А вот все-таки сейчас хотят подключиться с Мегино-Кангласского района и, возможно, вот задать вопрос для всех, наверное, да? Да, слышно? У меня такой вопрос. Откуда берете идеи и может вдохновляет? Еще раз, вас плохо слышно. Откуда берутся идеи, да? Да, идеи и как вдохновляет? Ага. Наверное, каждый ответит, да, откуда берется у вас идеи для вашего проекта, и вот чем вы все-таки вдохновляетесь? Фанаты просто работаем, задачу дают конкретную и исполняем. Не просто идут по бока, а фанатично. Каждый детали бардын кая. Ача биддер еще кино тахсарп. Мен ағалыңдан ордыңдан. Зачем? Эстрада бар. Кино это кино. Киношный звук. Александр. Здравствуйте, меня зовут Александр. Идеи, конечно, витают рядом с нами, всегда, везде. И так как у нас очень богатая республика, не только недрами, золотом, алмазами, но и своими величайшими писателями, классиками, да? Конечно же, очень много уже написано, все жанры практически. И если хотите ужас, то есть и литература подходящая. Сейчас очень много пишутся таких, скажем, триллеров, которые очень имеют успех у наших читателей. Конечно же, все издревле, даже не с писателей даже начать, а если начать с Солон Хосутов, да, с истории, да, якутский народ же, он такой очень, так скажем, как это, творческий, у него очень развита фантазия, поэтому идеи, они
всегда рядом, мы вдохновляемся нашими старшими учителями, братьями, писателями, музыкой. Вот тоже у нас очень много композиторов якутских, которые оставили огромный труд, который сейчас, по-моему, даже не очень как бы распространен. Это уже в таких узких кругах. Очень хорошие есть музыкальные композиции, которые написаны. Вот у меня в последнее время, ну, я как-то тесно связан с историей, поэтому мне это как-то в последнее время я вдохновляюсь вот этим материалом. Вот так вот. Здравствуйте, меня зовут Диана Худаева. Я здесь так, представляю, так скажем, ну, документалистов, да, нашей республики. И документальное кино, конечно, вдохновляется жизнью и историей. Вот Саша, как Саша говорит, конечно, куда ни повернись вокруг идей, да, как бы. Вообще много вообще идей у нас, как бы, о чем угодно можно снимать. В каждом районе, в каждом, даже каждом, как бы, у каждого человека даже есть своя, как бы, история, да, это у своей дедушки, может быть, или о своей жизни, там, куда ни вертись, везде интересное кино, да. Но я заметил, что все-таки они создаются, реализуются, когда очень, как бы, на это влияют сторонние люди, да, допустим. Я вот вертолет снимал, там вот Верхоянский район, Леганте, я очень вообще как просил все время, каждый день несколько раз звонил, там, надо делать проект, надо рассказать. Я вот Триумф снял, да, допустим, все тоже. Чурупчинцы вообще молодцы, там, давайте делайте это, как бы они как бы требуют, занимаются, мотивируют, как-то вдохновляют, как-то работают с этим, как бы. То есть, когда ты не один, когда у тебя за спиной тоже есть, как бы, болеющие за проект, которые они тоже горят, тоже, она как-то больше двигается, как бы, да, этот проект. То есть, ну, когда, вот, допустим, вот там где-то на Съемы, сколько мне показывал вот, про Покровку, да, сколько мы там рыбачили, вот, все время рассказывают про ангинские березы, надо снимать там. То есть, когда кто-то подталкивает, да, чему-то, да, она как бы больше реализуется, да. И чем эта сила сильнее, как бы, она как бы, ну, больше реализуется. Сейчас Михаил, наверное, начнет звонить каждый день, да, с идеями, после того, как услышит, как надо вот идею проталкивать. Петр? Я слышал, ну, вдохновляться раньше было очень сложно. То есть, типа, есть идея, есть желание, ты хочешь это сделать, но сценарий не пишется, то-то не этовается, и как-то все это сводится, ну, блин, жалко, что не получается. Но потом я нашел, цитата какая-то была, и, ну, короче, объяснение, да, что такое творчество, и если творческое что-то сделал, но потом не может что-то сделать, это означает то, что он бесталанный, а означает то, что, ну, как бы новый проект просто не прошел этап исследования. То есть такое понятие, как препродакшн, ну, в любом кинофильме, да, в этом препродакшене идет этап исследования. Вообще, допустим, вот книгу взяли, не просто прочли и начали сценарий писать, а вообще начали изучать то время, как там жили, так одевались. И по ходу исследования я заметил вообще, ну, мозги начинают взрываться, вдохновляются, и очень много идей приходит, и до того доходит, что ты даже не можешь все вместить в один фильм. Так что я считаю то, что идея, вдохновение, ну, типа, вот все, ну, вот по данному вопросу, то, что исследование и препродакшн. Хорошо, спасибо за вопрос, Мигина Кангаласского района. Спасибо, что задали его. А у нас тут в чат поступил вопрос для Петра, да? Почему для первой своей кинокартины вы выбрали именно вот жанр хоррор, именно как режиссер? Потому что он требует меньше денег. Ну, как считается вообще по мировой практике, все фильмы ужасов, хорроры, они по бюджету всегда меньше всего и приносят больше всего прибыли. Ну, взялись за эту идею, ну и плюс то, что как бы Сахалар Бихе, типа наше население больше тяготеет, что ли, да, такой мистике,
да, такому потустороннему и сверхъестественному, как бы мы посчитали то, что аудитория как бы в целом есть. И, в принципе, ну, думаю, не прогадали. Ну, фильм не провалился. В принципе, ну, так среднечко прошел. Ну, самое главное, считаю, вот это было. И, как сказать, я в то время работал на постоянной работе. У меня сколько, 22 дня только было, чтобы снять фильм. И 2 из которых на переезды. То есть у меня было 20 дней. И да, за такой короткий срок все это успеть, и мы смогли только в жанре такого локального хоррора реализовать. То есть это больше из-за ограничений такой выбор пал. Спасибо. И вот еще один вопрос, да. А за какое время лучше начать рекламировать вот примеры фильма? Вы вот задумали фильм, и когда следует его рекламировать? Да. Ну, по нашим ощущениям, наша студия больше как раз-таки вот рекламными кампаниями занимается, больше рекламой работаем. Заметили то, что, по идее, то есть ресурсы рекламы, они тоже не бесконечны, то есть их правильно надо спланировать. Возможно, вы один трейлер подготовили, и вы за месяц его это просто выпустили, и бывает большое удивление, почему на фильм не пришли. Ну, месяц это мало. По-хорошему, именно в Якутске, примерно там, хотя бы за 3 месяца там, постоянными этими инфоповодами, да, трейлерами, тизерами, короткими материалами, да, статьями заливать надо. Но желательно за полгода, мне кажется, по ощущениям. Я так считаю. То есть определенный какой-то план выстраивается, да? Вы вот такую-то дату уже, к примеру, назначаете, какие-то сроки вы уже процесс съемки, монтажа и продакшн. Да, это полноценная рекламная кампания от А до Я должна быть. И если это вообще какой-то новый продукт, история вообще такая, которую мало кто знает. Ну, допустим, на примере Карины, да, последнего, вот очень хорошо выстрелила, по сборам очень хорошо, потому что эту историю знают все. Просто поголовно об этом уже и без фильма как бы все очень хорошо знали, все этим вдохновлялись. И на основе этого рекламную кампанию делать, еще лучше. Это круче идет, бустится. А если у вас история вообще нулевая, целевой аудитории нету даже, да, это сложнее. И там вам надо будет очень много сильно удивлять именно качеством вашего материала. Только так. Хорошо, спасибо. Может, есть вопросы из зала? Да, можете подойти, пожалуйста, к микрофону. Раз. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Я хотел бы, во-первых, поблагодарить за такой круглый стол создателям, организаторам и создателям нашего якутского кино. Якутского, на самом деле, необъятное будущее. Благодаря киноискусству, фильмам наша республика, узнают нашу республику не только в России, но и за рубежом. Я человек системы образования, в культуре я, скажем так, тем более в киноискусстве я просто, у меня есть тут несколько вопросов для понимания, для общего понимания. Как уже сказали, кино, успех якутского кино, вообще в целом кино зависит от бюджета, от команды, да, как уже сказали. И у меня вот несколько вопросов. Есть ли на государственном уровне нормативное урегулирование якутского кино? Есть ли, например, концепция развития якутского кино? Есть ли какая-нибудь государственная программа на уровне республики, на уровне, может быть, курирующего министерства? И какие меры государственной поддержки есть кинопроизводителя якутского нашего кино? И насчет кадров, кадровое обеспечение, сколько у нас в Якутии операторов, сценаристов, художников, есть ли у нас в Якутске такие учебные заведения, которые выпускают таких кадров, или это только за пределы республики можно учиться нашим специалистам? И насчет кадров, да, артистов, будущих молодых артистов, если у нас вообще в районах такие школьные киностудии, как проводится профориентация, как вы с ними работаете, с вашими кадрами. И в целом вот такие вопросы наводящие.
Если можно, то я бы хотела ответить, потому что я как раз примерно по этой теме сюда и пришла выступить, подготовилась к этому. Ни в чем секрет успеха, а какие проблемы и так далее. Итак, что касается поддержки республиканской, да, есть грант от Министерства культуры и духовного развития республики. До недавнего времени он ежегодно проводился, я не знаю, вот в этом году будет или нет. Вот. Но в последние годы субсидии, общий фонд субсидий был около 20 миллионов рублей. И это, конечно же, очень и очень мало. Вообще в России его распиарили как типа 80 миллионов, но в итоге от 80 осталось 20. Вот. И это очень маленькая сумма. И сейчас в республике, к сожалению, это единственный инструмент поддержки кинематографистов. И этого недостаточно для того, чтобы кинематограф в республике стал индустрией. Таким образом, он никогда не станет индустрией. Даже нету банальной поддержки там, в виде каких-то налоговых послаблений. Есть только вот сейчас, последние годы, да, но это федеральный проект, что идет снижение налоговой ставки там, по УСН. Вот. Но хотелось бы, чтобы, и это в силах республики, хотелось бы, чтобы республика сама в первую очередь создала 0% ставку для кино. Это то, что можно сделать, это то, что можно сделать реально. Я понимаю, что, может быть, республика не может там субсидировать кино там, на уровне 80 миллионов рублей ежегодно, но налоговую ставку понизить до 0 – это абсолютно реально. Кинематографистов не так много, и бюджет не сильно пострадает, если недополучит там, наши налоги в виде там, 50 тысяч рублей ежегодно. Вот. Это первое. 0% ставку нужно сделать. Плюс есть фонд поддержки предпринимательства. По-моему, он курируется Министерством предпринимательства. Вот. Я вчера заходила на этот сайт, и там есть, например, поддержка промышленности, есть поддержка туризма, там особые программы, да? Есть поддержка местных товаропроизводителей. По кино ничего нету. Мы неоднократно, я вот как индивидуальный предприниматель, неоднократно предпринимала попытки взять там какой-то микрозайм для того, чтобы вложить опять же эти деньги в наше производство, да? Но не удавалось вообще, потому что там очень сложная схема кредитования. Кредит даже сложно получить. Даже не то чтобы сложно, невозможно. И хотелось бы, чтобы республика сейчас обратила на это внимание. Сделать особую программу поддержки кинематографа там, по кредитованию. Опять же, нужны низкие процентные ставки, может быть, даже нулевые, но эти средства будут возвратные. Вот. Плюс там лизинг на оборудование, тоже этого нету. Вот, допустим, тоже есть программа поддержки туризма. У них полностью все их, экипировка им возмещают средства. У нас такого вообще нету. Вы сами знаете, насколько дорого сейчас стало оборудование. Кинокамеры очень дорого стоят, компьютер, да, вот компьютер, на котором мы монтируем, ему лет 10 уже, честно. Конечно, этих мощностей не хватает. И нам никогда не хватает средств, чтобы обновить свое оборудование. И постоянно его нужно покупать. Каждый раз нужно обновляться. Вот эта система. Но, конечно, нужно же, вот как Миша сказал, да, что был департамент по подготовке и расстановке кадров. Вот. Это была очень хорошая система, по которой я тоже училась. Вот я закончила кино и телевидение, да. Как видите, вот очень много выпускников этой программы возвращаются действительно в республику. И, получается, выпускниками этой программы и был создан этот кинобум. Тот же Семен Аманатов, он тоже в кино и телевидении учился, оператор, там, Миша Кардашевский, и так далее. Там очень много выпускников. В ГИК там люди заканчивали. Нужно продолжать эту систему, да, чтобы взращивать кадры. У нас сейчас не хватает кадров, очень мало людей. И более того, сейчас мы даже сталкиваемся с тем, что
республика сейчас имеет большой интерес на федеральном уровне, да, и много кинематографистов приезжают сюда снимать кино. И они берут вот всех людей, кто свободен, и получается, мы однажды хотели взять оператора на съемки, мы никого не нашли, потому что все были заняты вот на московских съемках. И, конечно же, они предлагают более высокий заработок, с чем мы конкурировать, конечно же, не можем. Вот так. А вот кадры с АГИКИ, колледжа культуры и искусств, которые заканчивают? Да, они есть, но их тоже мало. Их тоже мало, к сожалению. Я не очень сильна как бы вот в этой области, в плане, какие кадры готовят АГИКИ там, и колледж культуры. Вот, может быть, Саша знает. Я бы хотел добавить вот к Диане. Так, вот у меня была мысль, что-то это после АГИКИ сбила. Подождите. Ну, вот как... Расскажу сейчас сначала, да, как все это начиналось. С 90-х годов, вот когда вот зарождение кинематографии в республике, это зарождалось в 90-е годы. Я уже был свидетелем, так скажем, вот первых режиссеров, первых съемочных таких групп, да, познакомился там, снимали фильмы даже на кинопленку Геннадий Багнанов, в то время уже работал Никита Аржаков. Я с 99-го года, когда вот закончил школу, сразу поехал учиться в Ленинград, в Санкт-Петербург. И с первых же курсов начал уже работать на летний период, приезжал и проходил практику. Тем самым знакомился с кино, да, с якутским кино, так скажем. Просмотрел фильмы, это было зарождение. И я вот что хочу сказать. До сих пор якутское кино, оно находится на стадии, да, на стадии становления. Мы еще не дошли до какого-то, да, весь мир о нас знает, мы участвуем на фестивалях. До сих пор кино якутское, оно на стадии, даже, скажем, на ранней стадии. Да, становления. И вот Диана правильно говорит. Вот сейчас, именно в это время якутское кино нуждается в поддержке государственной. Ну, не зря же у нас сегодня круглый стол назывался бизнес, да, бизнесом. Мы должны привлекать бизнес. И Диана правильно говорит. Сейчас, если мы снимаем кино, в основном мы хотим, как Айсен Сергеевич наш, Ильдархан говорит, давайте, мы уже прошли период фильмов, которые мы хотим передать нашему поколению, там, истории, да, культуры Якутии. Сейчас нам надо уже переходить на другой язык, так скажем, да, более язык бизнеса, язык зарабатывания денег. Но как мы сейчас привлечем наших бизнесменов, когда очень большие риски? Сейчас кино, когда снимается, сколько процентов? 50 на 50 кинотеатры получают. Сейчас они еще хотят кинотеатры, сейчас уже другие там потребности. Кинотеатр сейчас уже не хочет 50 на 50. Сейчас они хотят именно якутское. Вот мы наравне говорим, Миша сказал то, что мы не можем конкурировать с голливудскими фильмами, да, с российскими фильмами, которые у них бюджет там миллиардами. У нас бюджеты там, извините меня, максимум 12-15 миллионов. Но ставки наравне с голливудскими фильмами, с российскими там, с Михалковым, да, все наравне. Более тут уже для того, чтобы не сломать, да, вот это становление якутского кино, не сломать вот этот порыв, не сломать вот эту веточку, которая тянется и растет к чему-то большому. Вот именно сейчас нужно вот это понимание и поддержка со стороны бизнеса, со стороны понимания, со стороны государства, правительства. И к этому надо стремиться, я думаю. Сейчас на этой волне открываются очень много разных сообществ. Сейчас, по-моему, там сообщество продюсеров сейчас начинают, продюсеры начинают сплочаться, начинают сплачиваться, и творческие группы. Как-то уже понимаем то, что уже энтузиазм тот, который был в 90-е и в 2000-е время, он уже иссяк.
Сейчас уже критерии совсем другие. Сейчас фильмы, когда, ну, например, вот ребятам повезло, с Мишей я давным-давно еще знаком. С каких? С 2000-х времен, даже раньше. Когда вот начинал, Миша взял вот курс артхауса, и он всегда снимал свое кино. Вот в чем я уважаю Михаила Лукачевского. Вот, например, я режиссер, да, который учился в Санкт-Петербурге, я до сих пор не снял свое кино. У меня в основном фильмы, которые вот... Я как наемный режиссер. Меня приглашают, меня нанимают, я начинаю разрабатывать фильмы. Но это кино тоже нужно. Мы тоже снимаем вот это фильмы, которые показывают там наш быт, нашу историю, да, какие-то с нравоучением, может быть, каким-то. Вот фильмы, которые вот этого индивидуального, да, индивидуального подхода, творческого человека, творческой личности. Сейчас уже, я думаю, очень трудно будет поддержать. Будет поддержка, если только будет понимание со стороны государства, правительства и людей, которые имеют какие-то уже финансовые средства. Да? Например, когда мы снимали фильм «Бегун Былыр», первая часть, это был совсем вообще такой... Я тоже выступил в качестве режиссера приглашенного. Меня пригласили, сказали, есть такая идея, тоже по пути этого, да, упрощения. После фильма Тыгын Дархана я работал в нем вторым режиссером. У нас осталось очень много реквизита, костюмов, декораций. Чтобы это не пропало, ребята начали думать о том, чтобы как бы на этом снять кино и, может быть, немного подзаработать. И вот я тогда впервые столкнулся с тем, что ребята, которые продавали шаурму, ребята, которые занимались там автосервисом, да, у которых доход там совсем маленький, да, годовые вот эти бюджеты, крутятся деньги совсем маленькие. И вот скинулись деньги. По-моему, 12 или 13 парней молодых, даже моложе, чем я, ребята. Вот скинулись и начали, работали все в подготовительном периоде, написали сценарий, все утвердили и зашли в кино. Но были колоссальные риски. И тогда даже чувствовалось, потому что, черт его знает, не пойдет зритель, а вдруг... А это предугадать невозможно. Вот всяко-разно мы пытались этими, так скажем, анализом, да, вот именно когда-то кино, например, были такие еще анализы, как вот Миша говорил, весной идут, там, зимой не идут, в какой-то месяц совсем мертвый, например, январь-февраль, мертвые месяца, туда выходить, пусть даже у тебя будет хороший фильм, это может тоже провалиться, потому что зритель туда не идет. Так же, как и майские выходные, например, когда вот наступает май, весна, но, как показывает практика, от этого сильно, оказывается, тоже не имеет этого. Риски всегда есть. Их невозможно предусмотреть, там, предугадать и поставить какую-то вот эту... Я делаю ставку на это, и точно вот вложил 100 тысяч, и у меня в следующем году будет из этих 100 тысяч миллион. Такого... Это как везде, да, в любой сфере предпринимательства. Да, такого невозможно. Невозможно такое. Предугадать невозможно. И к чему я это, Дигин, да? Поэтому надо сейчас, в данное время... когда ракурс практически всего мира, мира, наверное, это слишком еще обширно сказано, все-таки у нас все-таки чуть-чуть рамки сейчас закрыты, и российское кино, оно тоже сейчас находится в становлении, оно начинает искать какие-то пути зарабатывания денег. Если кинотеатры раньше зарабатывали в основном зарубежном кино, сейчас уже цель и задачи стоят совсем другие. Зарабатывать именно своим отечественным кино. И вот когда ракурс зрения нацелен на нас,
Мы сейчас должны сплотиться, сплотить свои силы. Не только в сфере, творческой сфере, да, там режиссеры, операторы, но и в сфере именно бизнеса, тех людей, которые заинтересованы в зарабатывании, да, в индустрии кино. Сейчас очень много говорят люди о том, что кино – это уже бизнес, но это, как, ну, извините меня, пока голословно. Ну, неужели вот абсолютно нет никакого дохода? Доход есть, но... Доход есть. Доход есть, но... Фильмы ваши окупаются. В этом окупаются, но нету развития. Нету развития. Мало окупаться. Документальное кино вообще не окупается, да? Начнем с этого. Если игровое кино и окупается, но это просто окупается. Это как бы ты выходишь в ноль. Ну, там, зарабатываешь себе на хлеб с маслом. Из этого индустрию не построить. Поэтому, конечно, здесь нужны республиканские регуляторы, которые помогут кинематографистам хотя бы начать строить индустрию. Потому что Голливуд как раз-таки тоже с этого и начинался, да, там были низкие налоги, и плюс они создали, да, вот эту вот зону Голливуд, как бы из этого он и вырос, да, потому что государство поддерживало их. Вообще, как Арсений Сергеевич, наверное, глава стал главой республики, да, он все-таки человек молодой, креативный, да, начал же поддержку, вот эту субсидию, что-то начали выделять, да. Вот. Сейчас вот приняли, по-моему, в День республики, 27 апреля, у него вышел указ о развитии креативной экономики, да. Все-таки мы находимся далеко, да, все-таки производить тут, допустим, мебель, допустим, да, там что-то создавать очень сложно, потому что мы далеко находимся, у нас все дорого, да, и газ, и свет, вообще, как бы, поэтому мы, якуты, должны развиваться именно по креативной части, да, что-то создавая, да, что-то творя, да, и вот до 30-го года, как я знаю, выделено очень большое средства, очень большие планы, и я очень надеюсь, что если мы будем все сами тоже как бы участвовать в этом, да, контролировать всем миром вот этот указ, чтобы все как бы работало, мы должны быть как бы взаимосвязаны очень близко, да, как вот все ребята говорят, с государством и вот с производителями, да, мы должны работать и работать, потому что вот еще у нас как бы построят кинопавильон же, как бы, да, в России, как бы, на самом деле это будет один из самых больших проектов, амбициозных такой. Это будет один из самых больших кинопавильонов в стране, где будет все оборудовано и так далее, да. Поэтому вообще киношников должно быть на самом деле очень много, на самом деле. На самом деле кино делает не камера делает, да, не деньги же сами собой создают кино, да, а кино создают люди, которые своими видениями, да, своими творческими потенциалами, талантами. Поэтому мы должны поддерживать именно вот людей, да, которые, они должны, вот, допустим, Моисей должен все время только сидеть и писать музыку, да. Мы должны создавать ему все условия, чтобы у него не было кредитов, чтобы у него не было проблем каких-то социальных, жизненных, чтобы он на удовольствие работал и творил, да, мы должны ему создать условия вот этого. И мы не только должны это требовать, да, мы должны всем миром это делать, да, чтобы у нас было будущее, да, чтобы у нас кино якутское не остановалось, оно развивалось, и мы все равно что-то делаем, что-то все равно добьемся каких-то результатов, если мы будем только делать, не останавливаясь. Да. Хорошо сказано, и вот на этой ноте давайте тогда перейдем к Моисею Романовичу, да? Как вы знаете, вот много фильмов можно узнать, услышав знакомую композицию, да? Услышите там музыку из «Титаника», сразу поймете, что это «Титаник», «Аватар», ну или вот другие, даже вот наши якутские песни, да. Вот как вот создается музыка и насколько она важна для фильмов? Пожалуйста, поделитесь. Ну, музыка это тоже дополняющая, картинку дополняет. Если не так написать, может картинки убить тоже. Ну, когда я начинал, вот в 2012-2013 году я первый фильм вот, за 20 тысяч делал, за 20 тысяч.
2013 году. Это уже 11 лет прошло. Это фильм «Кута». А потом потихо. А потом «Кута» выстрелила. А потом познакомился с Мишкой Лукачевским. «Белый день», да? «Белый день». Тут уже сколько проектов. По идее, сейчас в Кинопоиске 24 фильма, а так сколько уже? 44 им было фильма мы уже работал. Ну, постоянно работа такая, сидишь весь день в компьютере. Весь день. Семья анду год бакон. Улахан проект ланду. Аралджимы надо. Нар бир проект кири надо. Онтон таксалла каме музыканың атмосферата мятын булаланч. Музыка дене менер жайылак, онда мен звукорежиссерта менер тутукта. Запомните это. Если звукорежиссер мультах полланы, кинеме барта баттына. Допустим, кино деньги, канды кино. Допустим, пиратский кино там как бы бата. Ну, хорошая картинка, он звук, кухамба звук такой. Сразу рарая хапа. А тут если звук хороший, мне нрык бахарлар, мне звук кадя. Еще что рассказывать? Тут я обучался кем-то Владимира Константинова, композитор, он Захара Степанова. Они мне знания дали. Я кенлеттен батыгадертим, когда я был подростком, узнавал, были, ну атуларын кайырты, мен то кем-то переложение оңарты, тохтан, кем-то операттан наоборот фортепианоға ин. Ну, кенлер үйретеннер, деме. Оны олар абын жақайын. Ая тута. Драматургия ме, кейіні ұтатарға ме тоқ нады, ме хаты қанады. Кейіні үйердерге, кейіні кығырдарға, кейіні ужас күттурға ме. Музыка ынырық основами берер. Музыка, звук. Этинне ме қайық қанады. Вложисканы қанады. Потому что бірін мәлті оғыз. Жегінетін. Звукпыт, тоқпыт, оборудованиялар мәлті оғыз. Еще и аппаратура кем дала лик пока? Не влаживался на звук. У нас даже нету сейчас студий звукозаписи нормальных. Вот мы однажды записывали звук для фильма «Селись» к столетию республики в Сахафильме. Но там, чтобы... Я не знаю, можно ли назвать это студией, там просто звукоизоляция была обеспечена коврами советскими. Коллеги, вот я хочу все-таки напомнить нам немного тему нашей встречи. У нас сегодня сидят не представители министерства, не представители Министерства предпринимательства или культуры. У нас сидят люди, начинающие предприниматели, которые хотят заниматься именно кинобизнесом, да, вдохновиться вашими историями, послушать вас. Давайте все-таки немножко по теме перейдем, да? Как вот вообще делается кино? Кино, да. Наша миссия сегодня вдохновлять наших предпринимателей, привлекать. Допустим, у меня правило. Окончательный монтаж, завершенный монтаж. Он алалар, коровин, изучает он, хорогор бәм кеміне бекпінсін или контейнер музыка примердар бар болар химбир. Он то комуян своён оровын химбир. Химбир ровно копируй дагы кім болла. Композицияны билер буллақына, ол музыканы, ол пример музыканы под себя аңырын, атынды көңірін тахырықы, башы білі бәткіні. Это мен приемнар баллар. Допустим, кино, как это? Ну, хорогор за 3 дня можно сделать музыку. Вот, кем это? Кем день кино это? Белый ангел тундра. Ага, за 3 дня сделали тоже музыку. Это попыт, еще это. Ну, альбах проект, надо мной солнце не садится, не хороните меня без Ивана, не хороните меня без Ивана саундтреком баше. Эрдеттен уруллади эта музыка-то. Просто в тот момент бәті кәлін, тоқ көрдік, састан қалуды кино. Ну, хорогор заготовки есть, хорогор саңаттан хорияғы. Ну, арас болар, это... Фристайл деқан. Вот вы с каким-то... У нас вот сколько композиторов все-таки по Якутии? Вы вот общаетесь как-то, да? И как вы? Ну, по кино сейчас насколько? Минбарбын, Николай Михеев, Ярманов Каятчы,
Тәтем, Андрейка Федоров, еще кто был? Он аяқта 6 хәттер ки бар. Получается, весь объем вот кинопроизводства вы берете на себя. Музыка тоже, да? Полностью. Хорошо, вот тема авторских прав, она вот как идет работа, получается, музыкальных? Музыкальных те. Он тоққа барар дейді. Киновид тоққа барар дейді, прокатное удостоверение. Он на тем берек келдер. Если қаннар музыка майгыны боланы обязательно реалдар или хох. Ну, смотря как. Билген уже, да, уже қайылдар, уже щепетильно уже көрілдер. Хақиынты уже ұрды бода. Хорошо. Серьезно қайыққа надо уже музыканы намырырға. Я вот попросила бы включить примеры Моисея, вот какую музыку он написал, все, наверное, уже знакомы. Bugün nelemem uykularda duga Jalak Habibim Bu sırdı karanlığa Ciktide alaka Jalak Habibim Bugün nelemem uykularda duga Jalak Habibim Bu sırdı karanlığa Это я сам пою. Я вот заметила, да, в основном сами исполняете песни, да, Ну, или иногда, работаете да, с артистами? А с какими артистами работали? С какими артистами? Ну, я работал еще в театре эстрады же. Я со всеми артистами уже работал уже. Далана Байбаевна, барларын же. Я киненен жарктамаппын. Киненен жарктан, чисто киненен жарктанарым был Минска барон. Я еще делаю для певцов аранжировки. Аранжировки делаю, еще там рекламаларга хаятчым бар. Ну, барта аны по звуке, чисто. Театр. И вот такой вопрос, а как с творческим кризисом справляетесь? У нас бывает, да? Обязательно бывает. Ну, что поделать? Страдайды, Джан. Долго длится у вас творческий Ну, кризис? разные. От месяца до года, может быть, не знаешь. Раз стресс. Хорор, ол стресс, наоборот, кандыгра проекта ровно тебе халачи. Ровно беды кирялари. Хорошо, может, есть вопросы из зала? Да. Извиняюсь, я займу время, наверное. У меня 3 вопроса, но я их не в ряд по очереди задам. Первый вопрос. Я хотел Моисею задать, тоже человек из музыки, но ответ отчасти прозвучал, поэтому, наверное, общий вопрос всем такой, да, вот как часто привлекаются сторонние музыканты, их, может, готовые песни, саундтреки. Допустим, если взять предыдущие годы, пик популярности, наверное, того же Джиду, да, взять, успех всего этого, ну, лично я считаю, ну, все-таки это друг мой, Александр Васильев Сейф, который сделал весь успех в этой музыке. Вот поэтому вот таких людей вы как часто привлекаете? Кого? Кто это был? Ну, он где-то разные был. Бега кинега ток бахар был, режиссер бахар. Бартын режиссер истер, бастан беги кинегалалар в каком стиле, я не знаю тоже. Режиссерами богатыны стек Канада, Джон богатыны мне были леспети. Этим там комьян информация комьян были ток материал тахар канчуй. А так хорогор еще бай релеринки были кимете. Камне тубой эстрадный ар хорогор кинега картинка такая ровно тюбач. Тюбар булачы были. Смыслыга, артылыгар дагана. Этим мен жестко дина. Нырык тох щепетильный. Тох так было. Тут
музыка орден верене канаданы. Лыңданы аян кирен бар бак эмбе. Ну, в смысле сбылся. Да. Просто все. Бу музыка хабилады, а вдруг он накина кираланс. Ну, раз болар бу. От сценарий, от тоқтуттанеме. Тот сценарий там тут так барда. Так болар кина. Он от монтажа. Ну, у нас крутых музыкантов-то много. Вот Музыкантов, Моисей, да. конечно, гений, да, Николай Михеев тоже очень... Ну, тот Сейф талантливый. в свое время олог суперский бәді вклад оңор бұл кеула. Да, при этом надо Да. 5 человек без образования Да, соответствующего. вот. Нет, улахан, даже Хансимир улахан образование того композиторское, он же делает. Блин, на энтузиазме якай. Да, ушел Сейф, а хиты исчезли у Джида. Да, так и есть, может быть. Да, вот далее вопрос к Петру, наверное. Вот вы отметили насчет фильмов, да, ужасов, комедий, таких вот биографических, основанных на реальных событиях. Как бы эти фильмы рассчитываются по формулам, они имеют свой успех. То же самое было и в том же Голливуде, но это до поры до времени не так играли, потом перестали, они все ушли в блокбастеры, это тяжело, это вот, как вы говорите, все деньги. Не планируете ли что-то дальше снимать, помимо вот, беря наших спортсменов, допустим, на том же Лабынкыр? Мне кажется, можно все-таки хорошую историю из этого сделать. На российский даже, наверное, уровень. То есть увеличить масштабы? Ну, в том числе масштаб, ну, о том, что вот говорили о малых бюджетах, которые чем меньше затратишь, тем, наверное, больше будет эффект. Ну, тех же хоррорах, допустим, на озере Ламанкыр можно, наверное, с какими-то минимальными вложениями снять это. Вот Полететь это. туда, надо с логистика. Ну, там главная проблема — это логистика, я согласен, да. Ну, планов у меня таких нету, но бывает такое, проскакивает, типа, может туда полететь и как бы там месяц не выходить, несколько месяцев, и там все это снимать. Ну, лично для себя вот такого интереса у меня пока нету. Я стараюсь все-таки, ну, как видели, да, компьютерная графика, все дела, все стараюсь все-таки недалеко все делать, и чтобы это все сильно не растягивалось, и все воссоздавать на зеленом экране. Спасибо. Ну и общий еще один вопрос. Вот вначале очень много говорили про финансы, как бы это создать. Это же вопрос инвестиций, наверное, даже венчурных инвестиций. Не планировали как-то, вот вы говорите, соединиться, собраться, вот то же самое сделать, создать какой-то, может, фонд якутского кино, и поработать с нашими недропользователями, создать. Если взять, допустим, фильм, как же он назывался-то? В общем, про Емелю, который, по щучьим велениям. Затрат около 700 миллионов рублей и больше 2,5, по-моему, миллиардов они заработали. То есть, если вам дать миллиард, вы сможете снять хороший российский фильм, заработать на этом 4-5 миллиарда. Ну, дайте, посмотрим. Но так работают инвестиции, я к этому. Ну, инвестиции за что? Там гарантий не бывает. Есть определенные примеры, кейсы, и учитывая то, что человек сколько кейсов сделал, и с каким просто вероятности только. Если как бы человек с нулевым опытом придет и потребует там миллиард, вряд ли ему такое дадут. Там больше, если он новичок, за ним, за спиной у него всегда будут люди, которые, продюсеры московские, которые уже имеют большой опыт и с работы с такими бюджетами и со всеми звездами, которыми они могут договориться вообще в целом. Это такой неоднозначный вопрос, на самом деле. Будем стремиться к этому. Ну и все-таки финансы, они имеют такие сплачивающий, сплачивающий эффект, да. Чем больше денег, конечно, хотелось бы, чтобы все сейчас действующие творческие личности собрались, создали коллаборацию и работали над одним каким-нибудь проектом, над большим проектом, да. И к этому, я думаю, большие деньги, они имеют такой сплачивающий эффект. И я думаю, что если соберутся все ребята, которые сейчас работают и над чем-то, например, над каким-нибудь детским фильмом, да, над какой-нибудь идеей,
над Олонхо, например, если будут работать, в этом огромном павильоне, да, из которых в огромном павильоне. Ну, это, я думаю, это будет иметь ошеломительный эффект. И насчет вот вашего вопроса по музыке. Да, музыка, она в кино совсем другая, нежели чем на эстраде, нежели чем даже в, так скажем, музыка в кино, она специфическая, совсем другое. Там действуют свои правила. Для меня, как для режиссера, композитор, который в Якутии, тот, кто чувствует именно кинокадр и в кино, это Моисей Кобяков, потому что мы с ним вдвоем воспитывались, так скажем, в музыке, и я ему помогал, и свои видения, да, и как-то все это вот. Одно хочу сказать, музыка в кино это лейтмотив. Лейтмотив это музыка, которая, например, мелодия, да, там, тот же, вот вы напомнили «Титаник», да, услышав «Титаник», как-то, когда ты мелодия, да, и теперь она же не одна только мелодия. Если хорошо прислушаться, если хотите понять, что такое музыка в кино, вот пересмотрите «Титаник», и вот это именно в каждой музыкальной композиции услышите эту мелодию. Именно лейтмотив – это мелодия, которая меняется в кино. Холобур, она может иметь такой радостный та-да-дам, та-да-да-да, и потом какую-то грустную нотку. Та же мелодия, и она уже по-другому. Та же мелодия, уже веселая, да, когда вот бегают. А когда непростой, извините, человек, который имеет музыкальное образование, но не в кино, да, а допустим, в сфере там, эстрадной музыки, возьмется и будет выступать композитором в кинофильме, я думаю, у него первый опыт сразу провалится, не получится. Потому что он начнет, у меня было много таких тоже, так скажем, горьких опытов работы с музыкой. Человек музыку пишет хорошо, у него это хорошо получается, но в кино, когда вот 2 часа нам нужно передать историю, самое главное, рассказать историю, да, а не, когда и рассказать историю, именно играя на нотах чувств. Вот это самое главное у кинокомпозитора. Вот пересмотрите и поймете, что такое лейтмотив. Тоже вернусь к Михаилу Ефимовичу, первому президенту. Не перестаю восхищаться. Однажды мы разговаривали, и он такую странную вещь мне рассказывает. Да? Я это где-то еще рассказывал. Он говорит, в чем разница голливудского кино и российского кино? Говорит. Я не помню, что ответил, но потом он говорит, вот вы снимаете кино, почему, да, типа, берете там, вам нравится там, основано на реальных событиях и так далее. Вы берете готовый, да, какой-то персонаж из жизни, не знаю, или какое-то событие, и вы делаете кино, да. Это, говорит, не очень хорошо, говорит, для него это было. А то, что вот создает Голливуд, да, это совсем другое, говорит. Я вот сразу вспомнил своих братьев, они всем классом умели садиться в шпагат, потому что у них был Брюс Ли. А Брюс Ли придумал Голливуд, да. Они придумали Мерлина Монро. И женщины начали одеваться, как она, причесываться, как она. То есть они создают героев, да, наших, своего времени, да. Они создают какую-то вот моду, направление, да, поведение. Они создают какие-то вот, то есть они создают реально, да, героев. А мы что создаем, да? А мы ничего не создаем. Как бы тогда иногда вот винюсь, когда
мы берем как бы готовое все, да, и это как бы воплощаем в кино. А вот, не знаю, может быть, страны разные, да, не знаю, там, из-за чего это все, как бы, да, почему нам... То есть, как бы, если мы создадим, там, это сложно. Ну, вот, допустим, Каскел был, он созданный, как бы в жизни таких людей не было, да, он созданный, но мы смотрим на него, и как нам нравится, он смешной. То есть, как бы, если в творческом плане, да, вот, посмотреть, да, там это, как бы, бесконечная тема, можно поговорить до вечера, как бы, да, по этой теме. Вот, как бы, все равно, как бы, я вот повторяю, все равно вот ребята делают, да, кино, как бы, они создают музыку. Как раз героев на и так Западе же кино это один из инструментов пропаганды же. Да, как бы, да, тоже мы тоже в этом плане ответственны, да, как бы перед своими молодежами, как бы мы должны как-то что-то создать, их направлять, пропагандировать, наверное. Все-таки это массовое искусство кино. Вот. Хорошо, тогда давайте перейдем к следующему спикеру нашему, да. Творческая группа Кино Олора известна своими проектами о жизни и быте жителей Якутии, в особенности арктических районов. В студии сняты, если я не ошибаюсь, более 20 документальных фильмов. Их документально-анимационный фильм «Дети войны» завоевал гран-при 9-го кинофестиваля короткометражных фильмов «Перерыв на кино» в Санкт-Петербурге. И это их не единственная награда на сегодняшний день. Ну, как вы уже видите, у нас в студии сегодня присутствует один из основателей творческой группы, режиссер Диана Худаева. Да, здравствуйте еще раз. Я, оказывается, немножко по другой теме готовилась. Ну ладно. Ну, презентацию же можно не включать, можно просто первую страницу поставить. Так, документальное кино. Документальное кино — это о жизни, да, вот как раз-таки на реальных событиях. Но как бы, что такое документальное кино, вы можете сами прочесть. Я не буду сейчас там в терминологию выдаваться. Я просто скажу, чего мы придерживаемся, да. Мы себя позиционируем и видим вообще как студия, как авторы, как режиссеры именно. Есть вот такой английский термин indigenous people, да, как коренные народы. Вот, мы себя именно вот с этим и ассоциируем. И из этого понятия и вытекают все наши проекты. Да. Все наши проекты связаны с культурой коренных народов, культурой нашей республики, ее историей, бытом там, и так далее. Да. Наш фокус заточен именно на это. Вот, мы работаем в этом русле. Вот сейчас Евдокия назвала фильм «Дети войны» сериала. Это, понятно, да, о детях войны времен Второй мировой войны, которые были здесь в тылу, в Якутии. Преимущественно мы там говорим о детях войны Татинского улуса. Вот. Эта история интересна тем, что мало кто знает, что Якутия в годы Второй мировой войны потеряла в тылу по разным подсчетам, в общем, где-то около потери в тылу превышают в 3 раза потери на фронте, да? То есть если на фронте боевые потери там составили по разным подсчетам, точных данных нету, допустим, максимальная цифра там озвучивается 37 тысяч человек, да, то максимальная цифра потерь в тылу озвучивается до 108 тысяч, то есть это в 3 раза больше, да, если, ну, как бы в зависимости там, может быть, больше, меньше, короче, в общем, вы поняли, да, и эта тема, эту историю мало кто знает вообще, мало кто знает эти факты в нашей республике, да, и мы, как вот режиссеры коренного народа, ставим перед собой целью как раз-таки говорить вот об истории, чтобы она не забывалась. Во-первых, не то чтобы даже не забывалась, а чтобы она просто была освещена. То есть еще одна цель наша — это просвещение. Вот. Ну, как у многих документалистов. Наши фильмы вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале.
просто набираете «Кино.Голоро», вот увидите вот такой логотип, там все наши фильмы лежат в открытом доступе, бесплатно, можете смотреть, пожалуйста. Вот. И это вот к вопросу о том, что документальное кино не зарабатывает, да, потому что это вот как раз-таки так называемый социальный бизнес. Мы, наоборот, привлекаем средства. Кстати, можно сейчас, да, вторую страничку открыть, раз уж мы про бизнес, да. Так, следующую. Следующий, так вот, да, финансирование. Смотрите, вот документальное кино финансируется в основном за счет грантов. Это не только здесь, в республике, не только в России, вообще по всему миру. Финансируется только за счет грантов в основном. Вот здесь я привела маленький список фондов, которые работают в России. Вот. Если у кого-то есть проекты документальные, вы можете со своими проектами подаваться вот в эти фонды. Первый, самый крупный фонд, это фонд культурных инициатив называется. Вот, там могут участвовать и индивидуальные предприниматели, и ООО, и НКО и так далее. Вот. Дальше. Вот совсем недавно, где-то 3 года назад, появился новый фонд поддержки регионального кино. Они поддерживают именно региональный кинематограф. Вот Миша, по-моему, участвовал, да, в этом фонде? Да, фонд поддержки. Да, но в этом фонде есть маленький нюанс, то, что они забирают все права на ваш фильм. Правильно, Миша? Да, они забирают права на ваш фильм и как бы сами его потом уже занимаются дистрибьюцией. Это, в принципе, неплохо. Как бы не надо бояться, что вы там лишились прав и там ваше имя стерли и так далее. Это не так работает. Просто они как бы берут ваш продукт на стадии идеи, да, и потом занимаются его дистрибьюцией. Для начинающего кинематографиста это вполне как бы очень хороший старт, и тем более для документалиста. То есть вы реализовали свой проект, отдаете ему, и они сами его там начинают прокатывать, куда-то продвигать на разные площадки. Следующий вот есть Институт развития интернета. Вот, они тоже там разные проекты поддерживают. Вот есть гранты как Министерство культуры Российской Федерации, и вот есть грант республиканский. Его ежегодно проводили, вот когда в этом году будет, я не знаю. Есть также возможности краудфандинговых площадок, но там в краудфандинге там нужно уметь себя рекламировать, там тоже нужно постоянно писать, там вести свою страничку там, и так далее. И вот для нас, допустим, это очень трудоемкий труд, такая трудоемкая работа, потому что нас всего лишь 2. Мы буквально успеваем только вот там монтировать, как бы нас на это только хватает, чтобы еще страницу вести, деньги там где-то у кого-то просить, там это слишком тяжело. Вот, спонсоры могут быть, но мы пока вот со спонсорами у нас не было. У нас нету такого бизнеса в республике, который был бы готов вот просто так вам дать там, я не знаю, 500 тысяч там на ваш проект или даже 100 тысяч. К сожалению, очень тяжело, очень тяжело. Вот. И чем еще могут зарабатывать, да, киношники? Брать какие-то коммерческие проекты, то есть делать там какое-то корпоративное кино, или вот как Саша говорит, меня привлекают всегда там на какие-то проекты, да, вот как режиссер. Ну, вот такие вот источники финансирования у документального кино. Вот. И получается, вот как бы документальное кино существует таким образом, что вот у вас есть, допустим, какая-то идея, вот как, допустим, «Сериал», да, у нас, и там Татинский улус сказал, что мы можем там проспонсировать вас там на такую-то сумму, да, ну, сколько там было, 300 или 400 тысяч, я не помню. И вот с этим проектом мы подались, тогда еще был фонд президентских грантов, но сейчас фонд президентских грантов не поддерживает кино, они вот отпочковались в фонд культурных инициатив. Вот. Поэтому, и вот мы с Серегой подались в фонд президентских грантов, они поддержали, ну, мы тогда выиграли, вот, и, собственно, вот на эти средства мы и реализовали наш проект. А, еще потом нам не хватало как раз на музыку, которую Моисей написал, и нас проспонсировал фонд будущих поколений.
Вот, кстати, фонд будущих поколений тоже есть, но я сейчас не знаю даже, как они работают, не готова пока на это ответить, но они вот кое-какие проекты тоже поддерживают, фонд будущих поколений. Вот так вот. И получается, как бы вот вы нашли средства на реализацию вашего проекта, сделали его, и все. До свидания. И на этих грантах, ну, серьезно, вы не заработаете, к сожалению. Как бы, если вы думаете, вы получили грант и там потратили, нет, там все очень-очень жестко. Простите, у нас были немножко технические неполадки со звуком, сейчас звук появился. Так, ага, работает. Вот, ну, вот я, в общем-то, закончила. Вот, посмотрим, какие у нас будут сборы с нашим новым документальным проектом. Вот, надеюсь, что все хорошо, по крайней мере, чтобы мы хотя бы в ноль вышли. Когда-то мы прокатывали тоже документальный фильм. А? Прокатывали документальный фильм. Нет, у нас не было проката, мы делали просто разовые показы. Вот, «Хранители тундры» про Анабарский улус. Там были просто разовые показы, но прям такого вот проката не было. А вот на Моголоросу мы вот как раз планируем прямо получить прокатное удостоверение там и так далее и сделать полноценный прокат в республике, по крайней мере. Вот такой анонс. Если есть какие-то вопросы по финансам, пожалуйста. Ну, в общем, я бы сказала, что вы, ну вот супер прям работаете, реально вот идейные, да, по идее как бы работаю, у вас вообще классные фильмы, я сама лично все это смотрела. Спасибо. Ваши вот, как сказать, могу ли я назвать это как видеозаписки, да, по районам, дневники как бы ведутся, они тоже вообще очень супер потрясающие. И у меня вот такой вопрос, да, все-таки процесс съемки, как вы думаете, документального фильма и вот художественный фильм, чем отличается именно вот процесс съемки? Кардинально отличается, потому что документальное, как игровое, кстати, вот документалисты всегда обижаются, когда говорят там художественный фильм или документальный. Все фильмы художественные, есть игровое и документальное, да. И вот когда снимается игровое кино, есть четкий сценарий, все, сцена такая, сняли, там у них план, график там и так далее, да. Все, месяц сняли, пошли на монтаж. В документальном кино, вот «Махол Роса» мы снимаем с 2015 года.
И только сейчас этот проект выйдет. Мы 5 лет его снимали, потом там пандемия, потом постпродакшн там, и так далее, да. Это очень трудоемкий процесс. Это очень тяжелое документальное кино снимать, потому что ты никогда не знаешь, что случится на площадке. У тебя нету готового сценария. У тебя есть просто идея там, ну, допустим, вот «Хранители тундры», да. Давайте снимем там про Улус. Ну, давайте, у нас таких проектов не было. Поехали. На месте начинаешь искать героев. Нашли одного героя, утвердили, идем к нему, а он отказался. Все, и тут же а вас же, вы же привезли целую там съемочную группу, да, ну, съемочная группа, громко сказано, оператора привезли, да, которому надо платить деньги, у него как бы по сменам вы ему платите, допустим, у вас там билет на самолет через месяц, а героя нету, вот, и как бы из таких ситуаций нужно выходить. Плюс, конечно, сказывается транспортная инфраструктура в республике тяжелая, климатические условия супер тяжелые, просто супер тяжелые, когда зимой очень тяжело снимать, например, да, вы можете в пургу попасть там, или застрять из-за пурги. В общем, очень много нюансов, которые замедляют процесс. И не факт, что вам даже иногда удастся снять то, что вы планировали. Это вот как по минному полю ходить. Я вот прям знаю, что вы как герои на буранах снежных минус 50 едете Да, с камерой там, да, можно затеряться, упасть там, ну очень опасно, как бы все равно есть какая-то вот экстремальная составляющая, да. Ну, наверное, это все-таки интересно. Это очень интересно, да. Вот если кто-то ни разу не был в тундре, всем советую посмотреть, потому что вот это действительно поражает воображение, вот в плане природы, какая она может быть, какая она разная. Вот тундра прям вообще в моем сердце. Романтика, да. А вот какая грань вот между реальностью и вымыслом все-таки есть в документальном фильме, да? Бывают ли все-таки какие-то творческие подходы, когда вот постановочность все равно что-то есть, или прям все идет вот как есть живое? У нас очень много постановочных моментов. Почему? Потому что вот как это связано с тем, как мы себя позиционируем, да? Мы вот позиционируем себя как режиссеры коренного народа, да? И у нас очень много постановочных моментов. Мы там, допустим, понимаете, это вообще как бы связано с историей, да? Потому что, допустим, документальных фильмов, снятых о культуре Саха или о культуре других коренных народов нашей республики, очень мало документальных фильмов, снятых именно самими представителями Саха или эвенов, эвенков там, и так далее, да? От лица самого народа, с точки зрения самого народа. Таких фильмов очень мало. Вот. Есть только взгляд извне. И, к сожалению, иногда так бывает, когда режиссеры, которые приезжают сюда извне, они не в состоянии побороть свои стереотипы. Например, там, ну, там, тупой оленевод, там, или вот, там, алкоголики. У них обязательно, вот вроде бы все нормально, да? Вот смотришь, нормальный фильм, так все хорошо идет, и нет, опять они там, и вот люди... оленеводы бухали до утра. Ну, это действительно, это сейчас даже можно увидеть. Плюс очень часто бывает искажение, вообще непонимание самой культуры и ее искажение. Таким образом, они вообще неправильно представляют нашу культуру. Да? Плюс они не знают языка. Часто там у них героям приходится говорить на русском языке, там на ломаном, они там где-то могут что-то не понять. Из-за этого как бы они выглядят не супер презентабельно, не такими, какие они есть. Они не могут нормально выразить свои мысли. Вот. И с этой точки зрения, конечно, у нас есть очень много постановочных кадров, там, допустим, так как мы сами носители, да, культуры Саха, например, мы иногда где-то можем подсказать, так, здесь вы сделали неправильно, давайте вернемся, так, поправь, этот обряд не должен так проходить, там, ну, вот в таком роде, да, мы такие постановки часто делаем и прибегаем к этому, и в этом я ничего плохого не вижу.
Ну, слушайте, очень интересно, все-таки, чтобы кадр получился реально вот красивым, чтобы люди же сейчас, у них же в основном клиповое мышление, да, чтобы им понравился кадр, привлек, все-таки как бы нужны, наверное, такие подходы, да. Есть вопросы из зала, может быть? Вопросов из зала нет, да? Тогда у нас последний спикер, да? В этом году активно идет работа над амбициозным проектом по мотивам повести народного писателя Якутии Тимофея Сметанина Михалячан Булчут, в съемках которого участвовали не только взрослые актеры, дети, но и животные. Все эти животные, самое интересное, они в фильме разговаривают. Отмечу, что подобный фантазийный фильм впервые у нас, получается, в якутском кинематографе, да? Режиссером этой сказочной истории у нас выступает Александр Лукин. И вот он также является создателем таких известных фильмов, которые недавно тоже вот показывали. Это «Белый ангел тундры», «Бегун Былырд» и «Государственные дети». Прошу, Александр, вам слово. Здравствуйте еще раз, да. Ну, если чуть о себе, если рассказать, то я сам родился в Намском Улусе, с детства увлекался видеотворчеством, занимался в детском кружке видеотворчества. Ну, это сперва мы баловались фотографиями, проявки и так далее, а потом уже, когда в 90-е годы в нашу республику прилетели первые видеокамеры, мы уже с ребятами начали снимать маленькие телепередачи. Там же мы уже и начали в порыве вот этого детского энтузиазма заниматься анимацией, снимали мультики, делали передачи и транслировали все это в местном телевидении. Ну, я уже в школьные годы понял то, что пойду по этому пути, ну, или телевидение, или кино. Но сперва я хотел все-таки на потолок мечтаний был телевидение, стать режиссером телевидения, но по воле судьбы я поступил в Санкт-Петербургский университет кино и телевидения на специальность режиссера игрового кино. Учился у мастера Игоря Федоровича Масленникова. У него такие картины, как «Шерлок Холмс», да, вот ряд таких фильмов, «Зимняя вишня», ну и ряд таких очень хороших советских фильмов. Учился 5 лет и был, если рассказать, да, как проходили учебы. Я застал такое время, когда мастерами были вот именно советские кинематографисты. Я застал то время, когда преподавал Игорь Федорович Масленников, мой мастер. Я учился операторскому мастерству у Розовского Эдуарда. Это у него картины «Человек-амфибия», «Белое солнце пустыни», да, вот такие те советские огромные фильмы. Застал Сельянова, когда он был мастером, он преподавал продюсерство, там тоже принимали у них их опыт, да. Ну и было очень много таких известных именно мастеров, которые вот работали в советском кино. И самое главное то, что вот когда они нас учили, вот самое, так скажем, главное, что они хотели передать нам, тем ребятам, которые вот будут заниматься в будущем кино. В то время я точно понял то, что у них уже, уже по прошествии времени начинаю понимать, не понимать, а уже прочитал и уже понял то, что, оказывается, в то время, вот в 90-е, 2000-е годы у них тоже была вот эта трансформация, так скажем, когда вот после 90-х годов начали снимать кино, вы помните, да, там вроде непонятные фильмы, вроде бы
В основном сериалы, Да, по-моему, в был основном акцент. сериалы. Если снимались даже какие-то полнометражные, они были такие однодневные, скажем, ну, рисовали это, эпоху того времени, да. Вот самое главное, то, что хотели вот нам передать наши мастера, это то, что вот именно не терять нравственность. Вот вы хорошо заметили то, что кино, оно имеет свойство массового влияния, и не зря, наверное, Ленин сказал то, что одно из... самое важное искусство – это кино и цирк. Кино и цирк. Да, и цирк, и кино. Все-таки оно очень имеет такое, я бы сказал, даже магические свойства. Когда вот это, я думаю, то, что в кино, оно не такое хотение, да, как это сказать, желание одного человека. Это не желание одного человека, это желание времени. Фильмы, которые вот снимаются, и вот в чем успех, да, самый главный вопрос сегодняшнего нашего дня. В чем успех якутского кино и в чем феномен вот это? Я думаю, то, что это успех якутского кино и феномен это в наших зрителях. В зрителях, в якутских зрителях, которые они жаждут, они воспринимают все, так скажем, труды якутских киношников. Это зрители не только кинематографа, это и читатели, это и слушатели, да, музыки, олонхо, рассказов. У нас очень благодарный зритель. И вот именно этот зритель и создал вот это сегодняшнее якутское кино, и вот именно успех якутского кино. Потому что, как мы все прекрасно понимаем, кино – это не однобокое какое-то, да, там, скажем, искусство, а кино – это симбиоз множества искусств. Это и музыка, это и изобразительное искусство, это и драматургия, это и режиссура, это и актерское мастерство, это и игра. Это симбиоз искусств, который именно для якутского зрителя это как бы, оно должно было случиться. И оно случилось именно посредством вот этого кино, когда именно весь вот этот, так скажем, ракурс, да, восприятия якутского зрителя, он вот именно остановился на якутском кинематографе. И это, наоборот, окрыляет нас, окрыляет тех специалистов, которые в сегодняшнее время работают в кино. Без зрителя нашего фильма бы, кинобума бы и не было. И сейчас зритель, он очень хорошо воспринимает якутские фильмы, любые якутские фильмы. Пусть это даже будет не очень и коммерчески успешный, например, и может быть даже тема будет не очень такая внятная, да. Зритель, он воспринимает и очень любит якутское кино, якутское искусство. Без зрителя не было бы и нас. Вот то, что к чему я вел, наши мастера, те люди, которые вот в советское время создавали такие шедевральные картины, да, вот они именно вот говорили о том, чтобы не подвести зрителя. И вот нам давали вот это, вкладывали, скажем, зерно того, что в то, что мы будем творить, то, что мы будем делать, как мы будем все это проецировать, это будет влиять на массы. Очень правильно сказали. Скорее всего, мы сейчас идем к тому, чтобы кино тоже становилось инструментом, да, на влияние на людей. И вот эта работа очень будет зависеть от самих режиссеров, наверное. Режиссеров, сценаристов, целая команда, которая будет работать над фильмом. Вот мне говорят, есть подключение с Горного района, а тоже хотят задать вопрос. Добрый день. Можно на экран видео, да? У меня такой вопрос к спикерам. Делаете ли стратегию продвижения
съемки фильма, и есть компания, которая специально работает над продвижением. Какой-то вот продюсерский центр, видимо, общий, да? Ага, спасибо. Да? Ну, конечно, когда кинопроект, он состоит из нескольких этапов. Вообще кино состоит из нескольких этапов. Сперва, вот когда мы приехали, первые ласточки, вот, которые получили образование именно в сфере кино, в основном здесь, в Якутии, хотели снимать кино, но не понимали, как это делать. Все, вот, и до сих пор, по-моему, такое мнение существует, когда, вот, например, у меня есть деньги, да, я работаю в каком-нибудь этом, так скажем, в организации какой-нибудь. Ко мне пришел режиссер, я с ним познакомился, он говорит, я умею снимать кино, меня этому учили, давайте снимать кино. И я вот сразу у него, ну, как у меня было, да, первые опыты, сразу начинали просить кино. Как будто вот я тебе сейчас дам деньги, ты одна пойдешь, и вот послезавтра мне принесешь кино же, да? Все так и думают. А на самом деле кино, оно очень большое. Это же, это, как скажем, это не процесс, а как, не конвейер, а как это? Это производство. Вот, ага. Кино – это производство. Оно зависит от нескольких этапов. Когда вот на стадии идеи, когда кино начинает вот, прорисовываться на стадии идеи, конечно же, там, и вот к вопросу вот этому, да, там и примерно рисуются планы продвижения этого фильма, на кого нацелено, на какую аудиторию нацелен фильм, сколько будет сниматься фильм, периоды и в то же время и КПП, да, за какой период времени пройдут все этапы и фильм выйдет на экраны. Например, если мы берем фильм и планируем, ну, если так грубо говорить, какому-нибудь событию, да, там, к республиканскому событию, да, обычно, как делается, обычно за 2 месяца начинается все это движение. Там, ты режиссер же, ты документалист, давайте мне сделайте, пожалуйста. Вот через 2 месяца у нас уже мероприятие, и мы этот фильм хотим уже крутить на наших больших экранах. Ну, это бюджет так падает, видимо. Да, это падает на бюджет, это сразу же нужно, ну, нанимать. Конечно, это можно, но по-хорошему это уже за 2 года, например. Ну, и самое главное в кино – это подготовительный этап. Вот подготовительный этап – это когда идея, когда, возможно, корректируется сценарий, и уже вся команда, набирается съемочная группа от оператора, заканчивая до композитора, и когда вот творческий коллектив, так скажем, постановщики, да, группа постановщиков уже знает, над чем работает, как работает, в каком ключе работает, и как мы видим эту картину, пока еще не снятую. Да? Вот уже творческий коллектив начинает работать именно в подготовительном периоде. Все, абсолютно все, вплоть до каждого кадра, вплоть до одежды, вплоть до пуговицы, до ниточки, просчитывается, рассчитывается, вплоть до дней. И очень хороший такой опыт. Ребята, кино... Кто хочет снимать кино и уже примерно уже понимает, да, из скольки этапов и как все это делается. Подготовительный этап, например, мы рассчитываем подготовительный этап – это первый этап. Кино состоит из 3 этапов: подготовительный, съемочный и монтажно-тонировочный, ну, постпродакшн, по-современному, да. Подготовительный этап, например, вы планируете съемки своего художественного фильма, рассчитали уже сценарий, сделали КПП, и у вас вышло по дням, например, 64 дня, съемочных дня, да. Вот 64 дня, и уже только с оператором, например, с художником-постановщиком 64 дня. Сколько вы будете снимать это кино, столько и времени требуется на подготовительном этапе, чтобы каждый день при съемочном периоде, когда будут сниматься кадры,
Это каждый день у вас обдумывается, рассчитывается, делается, рисуется, снимается на бумаге на подготовительном этапе. Только лишь хорошо пройденный подготовительный этап, он даст хорошую вот эту почву для следующего этапа. Следующий этап – это съемочный, да, съемочный период. Тогда, когда мы в подготовительном этапе запланировали, сделали, это уже реализуется по бумагам и уже, ну, скажем, кино начинает рождаться именно по кадрикам, по игре актеров, да, все это начинает визуализироваться, так скажем. И, ну, и уже после визуализации, после съемочного периода мы приступаем к монтажно-тонировочному периоду. Это, ну, по современному постпродакшн, самый ответственный период. Период, когда, как говорится, рождается кино, да, рождается кино. Кино рождается на монтажном столе. Возможно, вы сняли очень хорошее кино с очень хорошими кадрами, с очень хорошими актерами, но на монтажном столе вы можете его родить не таким. Там, у него, да, руки из головы, там, ну, не знаю, какие там конечности откуда торчат. Поэтому тоже очень хорошее такое, ну, внимание надо уделить постпродакшену. Обычно в данное время, вот как Диана говорила, и как вот Миша сегодня тоже говорил, на третьем этапе обычно заканчиваются деньги. Они, этот инвестор или та организация, которая финансировала это, обычно на третий этап у них не остается денег. И, как всегда, остается один режиссер обычно, да, Миша? Один режиссер, один компьютер, и вот это все начинается, вот это, ну, рождение фильма. Ну, самое ответственное, зачем много людей, когда рождается кино, да? Ну, вот так вот. Ну, это все тоже зависит от планирования. У нас же кино, мы такое... Якутское кино, оно имеет очень такое хорошее свойство, возможно, это тоже имеет какое-то отношение к феномену, да, о котором трубят во всем мире. Якутское кино, оно такое имеет очень творческий, так скажем, подход во всех этапах. Не только в подготовительном, но и в съемочном. Да, Михаил? Когда на съемочной площадке начинается вот это рождение каких-то нового видения, новых каких-то ракурсов, да? Да, смета меняется. Вот именно, смета меняется. Там, когда режиссер говорит, оказывается, тут, извините, мы, когда на подготовительном периоде написали 15 человек, а сейчас вот на съемочной площадке видно то, что, оказывается, 15 человек это совсем мало. Вот 15 человек сидят там, а нам надо, оказывается, 150. И вот тогда продюсеры начинают действовать там. Но не только в этом плане, да, вот это, но и в плане творчества. Когда вот творчество, оно не заканчивается вплоть до крайнего этапа, вплоть до выхода фильма. И это очень хорошо, я думаю, когда не только одной лишь головой, да, а вот именно вся команда, она творит, вся команда имеет свой вот этот неоценимый творческий вклад в этот процесс. Хорошо, спасибо за информацию. У нас время немножко как бы мало осталось, да, но я не могу не озвучить этот вопрос, который поступил в чате, да. Вот спрашивает, как вы относитесь к самоучкам, видеографам и как им попасть в большое кино? Давайте, Михаил, да. Как вы относитесь к самоучкам, видеографам и как им попасть в большое кино, спрашивает. Все начинали с этого, да, самоучки, да, большинство, можно сказать.
И даже когда ты что-то окончил, все равно ты новенький человек. И сразу не начнешь там снимать большие фильмы. Всегда, ну мы, конечно, всегда пытаемся поддерживать, хоть советами, хоть последняя камера, но иногда мы одалживаем ребятам, да, ну, пытаемся помочь. Вот, как-то нам самим этого раньше не хватало, да, когда мы были молоды. Поэтому это понимаем и поэтому стараемся помогать всегда, вот, поддерживать, вот. Но все равно это все зависит от самого человека, да, какие у него намерения, какие у него вообще как бы желания. Но вообще кино это болезнь, да. Когда ты начинаешь работать в кино, ты все уже болен и неизлечимо болен именно любовью к этой профессии. И освободиться от этого практически невозможно бывает. И все уже, вся жизнь посвящается этому, потому что это классно, это жизнь, это такая хорошая профессия на самом деле, киношник, быть киношником. Вот. Ну, во-первых, я призываю всех учиться. Я сама постоянно учусь. И призываю видеографов, у которых нет образования, обязательно учиться, курсы там какие-нибудь, ну, желательно хорошие курсы искать, там, читайте отзывы, учитесь у известных операторов, вот, посещайте курсы известных киношкол и так далее. В первую очередь надо учиться. И мы работали как с людьми, с операторами без образования, так и с операторами с образованием. И что я заметила, в чем отличие человека без образования, человека с образованием, именно в отношении к работе. К сожалению, ну, я не знаю, может быть, я просто с такими людьми сталкивалась, как бы не все такие, да, но видеографы-самоучки к работе относятся так, что, точнее, профессиональные операторы, да, которые закончили университет, там, у них есть соответствующее образование, они дорожат своим именем. Им не наплевать на проект. Они приходят, чтобы работать, чтобы снять крутое кино и чтобы их имя узнали. Видеографы, к сожалению, без образования, которые самоучки, они таких целей не преследуют. И им, к сожалению, они не дорожат своей репутацией, они не дорожат своим именем, и, соответственно, они не дорожат этим проектом. И как бы иногда мы сталкивались с такими ситуациями, когда человек просто теряется там, или не хочет работать и так далее. Вот так. Дополню. Я сам без образования, самоучка, да, насчет того, что тут такого четкого разделения, ну это по вашему опыту, но не все такие. Кто-то я сказала, даже, что не все такие. Без образования, да, я подчеркну этот момент тогда. Ну как сказать, есть люди, у которых есть большое желание, но нет возможностей. Согласен с тем, что надо учиться, и чтобы нарушать правила, их нужно хотя бы поверхностно знать. И вот как раз вот целевые эти вот направления, да, активно пробуйте, старайтесь все-таки поехать, подучиться и вернуться. Хорошо, я хочу поблагодарить наших спикеров за то, что сегодня уделили время, поделились своим опытом, да. Но на этом мы как бы сейчас не заканчиваем. У нас есть один приятный момент, да. Центром «Мой бизнес» был организован фотоконкурс у нас в рамках празднования Дня российского предпринимательства. У нас поступило свыше 100 фоторабот. Народное голосование у нас проходило в социальной сети Центра «Мой бизнес» ВКонтакте в течение небольшого срока, 11 дней. И так хотелось бы сейчас на фоне наших гуру якутского кино, да, чтобы они поддержали, посмотрели, вручить наши призы тем, которые к нам сюда подошли.
Сейчас я озвучу победителей в номинации «Якутия. Край первозданной красоты природы». Третье место у нас заняла Сарглана Прокопьева из Нюрбинского района. Она у нас получает приз, денежный приз тоже. Второе место – это Давид Дарбаев из города Удачный. Тут представитель подошел же, да? Давайте вручим. И первое место у нас получила Сардана Бандерева из Вилюйского района. К сожалению, она не смогла подойти, представителя тоже не смогла отправить. У нас в номинации «Мой бизнес в объективе». Третье место у нас заняла Алена Терешкина из Хангаласского района. Второе место у нас Зинаида Макарова из города Якутска. И первое место у нас заняла Евгения Спиридонова из Нюрбинского района. Но, к сожалению, представитель тоже не смог подойти. Передаем наши поздравления нашим участникам. Отметим, что лучшие фотографии, они войдут в календарь Центра «Мой бизнес» 2025 года. И также у нас осенью на форуме предпринимателей мы организуем фотовыставку. Еще раз поздравляю. Ну вот завершение нашего круглого стола. Хочется отметить, что вот буквально несколько лет назад якутское кино было ориентировано вот только на якутского зрителя, как мы сегодня обсуждали, да. А на сегодняшний день якутское кино, оно уже известно за пределами не только республики, но и в целом страны. У нас многие фильмы, они побеждают в международных кинофестивалях. О феномене якутского кино говорят во многих российских популярных изданиях. Якутия является региональным лидером России в области киноиндустрии. Буквально за прошедший 2023 год у нас вышло 10 примерных работ, которые заработали рекордные 100 миллионов рублей у более чем 300 тысяч зрителей. И мы надеемся, что данная цифра будет только расти, развивая якутскую индустрию кино. Я напомню, что круглый стол «Фокус внимания бизнес» у нас организован Центром «Мой бизнес». О предстоящих мероприятиях вы можете узнать на портале малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес 14.рф», а также подписавшись на наши социальные сети. До новых встреч!